Особое внимание соблюдению санитарных требований. В республике выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Новая путинская выплата не отменяет другие. Кто и на какую поддержку может рассчитывать. Подтопленные территории в пригородах столицы республики. Гидрологическая ситуация на реках Якутии. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Всего в республике зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусной инфекцией, 146 человек полностью выздоровели. Остальные получают необходимое лечение в стационарах региона. Ситуация у нас остается такой же напряженной, без особых изменений. За сутки вновь выявленных лиц с положительными анализами на коронавирусную инфекцию 46. И всего у нас с начала этой инфекции в республике тогда зарегистрировано 652 человека с коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки у нас 30 человек и выписано из больницы. Хочу сказать, что из этих 46 лиц с новой коронавирусной инфекцией подавляющее большинство город Якутск, 43 человека. Это в основном лица из ранее уже выявленного круга лиц контактных с ранее заболевшими. Ну а также те, кто с ОРВИ находился под подозрением, тоже был изолирован. Глава Якутии отметил, что сейчас самое серьезное внимание должно уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Очень серьезное внимание сейчас мы уделяем вопросам соблюдения руководством учреждений, предприятий режима масочного. Вот здесь я считаю, что и тем, кто у нас ходит в магазины, в другие учреждения, тоже надо быть нетерпимыми к случаям, когда вы видите, что продавцы находятся, например, без масок, без перчаток или в тех же объектах бытового обслуживания, в учреждениях. Надо об этом сообщать и надо, конечно, с этим бороться, потому что именно от соблюдения масочного режима, от соблюдения режима дезинфекции в учреждениях во многом зависит от того, насколько быстро мы здесь в Якутске сможем это плато пройти и уже пойти на спад. К сожалению, в основном мы видим, что случаи, когда возникают большие или маленькие очаги заражения, они связаны в основном с нарушениями как раз тех норм, которые предписаны по санитарно-эпидемиологическим нормам. Это касается недавних случаев и в Республиканской офтальмологической больнице, это касается и общежития Северо-Восточного федерального университета, это касается и частного дома престарелых доверия здесь, в городе Якутске, где у нас тоже значительное количество заболевших, порядка 10. И самое главное, что это люди уже пожилые, престарелые, есть и люди за 80 лет. И, конечно, их состояние крайне сложное. Вот сегодня из 10 людей, которые на территории республики находятся в таком крайне тяжелом состоянии, 8 это как раз пациенты этого частного дома престарелых, за жизнь которых сегодня наши врачи здесь борются. Слава Богу, что пока ни один еще не подсоединен к аппаратам ИВЛ, но вместе с тем, еще раз говорю, состояние их вызывает очень большие опасения, и врачи борются за их жизнь. Поэтому соблюдение этих режимов, санитарно-эпидемиологических норм и в учреждениях, и в магазинах, и на предприятиях, оно крайне важно, и этому сейчас надо всем уделять самое важное, самое большое внимание. Спасибо. О ситуации в Алдане готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. В Алдане на сегодня обстановка стабильно спокойная. Оперативную сводку нам расскажет главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Алексей Викторович, что за сутки минувшие? За минувшие сутки выписан из ковидного отделения 1 человек с выздоровлением, 2 человека попали в инфекционное отделение с подтвержденным лабораторным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Итого у нас с начала заболевания 53 человека получили такой диагноз. На сегодняшний день обсерватор, расположенный в городе Алдане по Дзержинского, 19, пуст. Проводится заключительная дезинфекция. Смотрим персонал, не заразились ли они. И будет это здание помещено в резерв.
открыт новый обсерватор для работников Росгвардии и МВД по случаю выявления одного человека, где 47 человек будут проходить изоляцию в условиях обсерватора с проведением лабораторной диагностики, и по факту получения двухкратных отрицательных результатов будут направлены для прохождения службы с тех мест, с которых их командировали. Ну, такая ситуация на сегодня. Мы следим за развитием событий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом и госпитализирован. Об этом он сам во вторник сообщил российским изданиям. Позже стало известно, что в больнице также находится его супруга Татьяна Навка. Последний раз Песков появлялся на публике 30 апреля во время совещания у Владимира Путина. По словам пресс-секретаря, очно с главой государства он контактировал больше месяца назад. Ранее Песков сообщал, что в администрации президента есть люди, заболевшие COVID-19. Коронавирусом также уже заразились несколько членов российского правительства, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин. Я сдал на коронавирус, далее. Ученые в мире пришли к выводу, что коронавирусная инфекция, которая останется в мире достаточно на долгий период. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга. Она отметила, что нужно выработать ряд правил, чтобы вернуться к привычному образу жизни. По словам Поповой, в России уже обследованы почти 6 миллионов человек. Она также сообщила, что на сегодняшний день в стране производятся тесты для 3 миллионов исследований. Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что почти 40% заразившихся были в близком контакте с источником коронавирусной инфекции. Разные позиции сегодня предлагают, разные мнения сегодня излагают ученые в разных странах мира по отношению к новой коронавирусной инфекции, но практически все из них сходятся к одному, и российские ученые с этим выводом также согласны, его разделяют и поддерживают. Это вывод о том, что новая коронавирусная инфекция в сегодняшний день определена как инфекция, которая с нами останется на достаточно долгий период. Новая путинская выплата не отменяет другие выплаты на детей, уже введенные ранее. В частности, на детей в возрасте до 3 лет в течение 3 месяцев будут выплачивать по 5000 рублей. Вместе с тем президент объявил, что все российские семьи в апреле, мае и июне могут претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет. Ранее на выплату могли рассчитывать семьи, имеющие право на материнский капитал. В указе Владимир Путин ввел выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Сейчас указ расширил круг, и каждая семья, которая имеет детей в возрасте до 3 лет, имеет право на выплату в течение 3 месяцев с апреля по июнь по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Кроме того, установлена новая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявление можно также, как и раньше, предоставить в территориальные органы Пенсионного фонда до 1 октября 2020 года путем обращения в клиентские службы или же через электронные сервисы портала государственных услуг. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для нас приоритетным является прием заявлений именно по электронным сервисам в целях охраны здоровья матерей и окружающих вас людей. Работа парикмахерских все еще запрещена в муниципальных образованиях, где продлен режим повышенной готовности и дополнительные ограничения до 31 мая. Эту информацию нам уточнили в Минпреде республики. Напомним, список населенных пунктов: Якутск, Жатай, Тикси, Нижний Бестях, Покровск, а также Ленский, Мирнинский, Алданский и Нерюнгринский районы. В торговых центрах разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и салонам сотовой связи, а также организациям, которые оказывают бесконтактные бытовые услуги. Это ателье, химчистки, предприятия по ремонту обуви. А под запрет попадают 15 видов деятельности. До 31 мая
все еще приостановлена деятельность и запрещена работа всех объектов общепита. Это кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и так далее. Да? Кроме того, приостановлена деятельность культурно-досуговых организаций, там, кинотеатров, кинозалов, спортивных досуговых организаций, фитнес и тренажерных залов, частных бань и саун, компьютерных клубов, компьютерных залов. Ну и особо хочу отметить, что не могут работать все еще до 31 мая, это парикмахерские в этих муниципальных образованиях. Ну, кроме того, есть ограничения по работе негосударственных дошкольных образовательных учреждений, частных библиотек, там, издательств и так дальше. Самоизоляция и меры профилактики оказались лучшими методами в борьбе с распространением коронавируса. Это доказал ряд стран, где показатели инфицированных начали снижаться. В Европе жесткие меры карантина сменяются на более мягкие, но об открытии государственных границ говорить пока рано. О том, как коронавирус сказался на жизни якутян, живущих в Чехии и Франции, Айсена Бурнашова. Кажется, этого дня ждали все жители Чехии, когда можно не просто выйти на улицу, а выйти эффектно с красивой стрижкой. Как отмечает Алдана Власакова, открытие салонов красоты для многих стало радостной вестью. Вся страна этого ждет, все ходят заросшие, поэтому сегодня наверняка все парикмахеры радуются. Девушка родом из Усть-Алданского Улуса. В Чехии живет уже 6 лет. В этом году она вместе с семьей планировала поехать на малую родину, но ступить на российскую землю, по всей видимости, удастся еще не скоро. Власти Чехии опасаются новой волны эпидемии и пока не торопятся открывать границы. Как только действительно по всему миру снимут положение, я бы хотела все-таки поехать домой. Даже если не успеваем на ЮГЭХ, то я бы хотела поехать домой, увидеть маму в этом году. Отложила свою поездку и якутянка Виктория Горохова. Вместе с семьей она живет во Франции. Республика спустилась на 6-ю позицию в рейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом. Но режим ЧС во Франции еще действует. Франция, в общем, сейчас идет на поправку. Все это благодаря медицине, самоизоляции и мерам профилактики. С 11 мая начали работать некоторые предприятия, люди вышли на работу. Но многие еще остаются работать дома удаленно. Но государственные границы все еще закрыты. 28 мая мы должны были вылететь в Москву, но нам перенесли рейс на 1 июня. Коронавирус повлиял не только на госграницы. Сообщения между российскими регионами также пострадали. Инженер-вахтовик, якутянин Чингис Бородеев добрался из Усинска в Красноярск на поезде. На весь путь молодой человек потратил более 4 суток. Обычно, если это был бы без пандемии, этот бы маршрут был через Москву, самолет Усинск-Москва, Москва-Красноярск. И заняло бы у меня бы, не больше суток. Так как сейчас у нас положение по минимизации рисков, чаще всего авиакомпания отменяет эти рейсы. Я, возможно, куплю билет до Иркутска и с Иркутска уже прямым рейсом полечу до Ленска. По всей видимости, коронавирус навсегда войдет в историю как самая сильная инфекция, заставившая людей во всем мире держать дистанцию, прикрывать лицо и сидеть дома. По приезду в Якутию Чингис также пробудет на 2-недельной самоизоляции. Мера вынужденная, но необходимая. И снизить контакты означает локализовать ковид. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Красноярск, Чехия, Франция. В ближайшие сутки двое ожидается вскрытие Лены в Намском районе, где отмечаются подвижки льда. В результате образования затора ниже Якутска и ниже поселка Кангаласы на участке Табага Якутск-Кангаласы отмечается рост уровней воды. В 11 часов по якутскому времени уровень воды на гидропосте близ Якутска составил 778 сантиметров, в Кангаласах 979, в Табаге 930 сантиметров, что не превышает предельно допустимые значения. На реке Алдан на участке Охотский перевоз Крец-Хальджай наблюдаются подвижки льда. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в Верхневилюйском районе. Небольшие подтопления территории отмечаются в пригородах столицы республики, в Тулагина и Капитоновке. В Якутске и Кангаласах лед стоит, в Табаге редкий ледоход. Небольшие подтопления территорий в Тулагина и Капитоновке. Населению необходимо соблюдать меры безопасности. За гидрологической ситуацией на реках республики можно наблюдать на специальном сайте «Половодье-2020».
А прямо сейчас спасатели эвакуируют людей с подтопленных территорий в Якутске. Подтоплены дачные территории, объездной дороги напротив Захаровки. Дорогу отрезало. Людей сначала перевозят с затопленных мест на острова. Оттуда они будут эвакуированы на сушу, сообщили в пресс-центре службы спасения Якутии. По предварительным данным, на подтопленном участке находится около 20 человек. Вода поступает и в дворы поселка Пригородные. Вода прибыла на территорию Сота-Хачо. Ведется эвакуация жителей 3 домов, где проживает 5 человек и 1 ребенок. В управлении администрации поселка держат ситуацию под контролем. Развернут пункт временной эвакуации в школе номер 12. Спуститься с горы на лыжах в мае. Такое вполне возможно в Южной Якутии. Участники горно-спортивного клуба «Высотник» из Нерингри таким экстремальным способом отметили праздник Великой Победы. С подробностями Сергей Козюра. 12 южноякутских любителей горного туризма в минувший праздник, 75-летний юбилей Победы, осуществили очередную свою задумку. Высотники совершили подъем на наивысшую точку перевала Тит, гору Эвата, где водрузили флаг Победы. Слезай на глаза! День Победы! День Победы! День Победы! Спускаться было решено на горных лыжах, тем самым продлив зимний сезон. Как признались позже участники похода, свою порцию адреналина и эмоций, скатываясь по обдуваемому насту склона, получили все. Эмоций там было, конечно, очень много. Начиная с подъема. Часа полтора мы поднимались на высоту 1601 метр. Подъем пологий, но снег, шквальный ветер. И, в общем-то, это, конечно, легкой прогулкой назвать сложно. Я ездил туда с 2 своими сыновьями, со старшим, со младшим. Вот. Для детей это, конечно, тоже было очень здорово, очень впечатляюще. Вот в конце весны попасть в зиму, прокатиться на горных лыжах, довольно-таки в экстремальных условиях, но это было, конечно, здорово. На счету клуба «Высотник» множество восхождений не только по республике, но и по России. И вот к большому списку покоренных вершин добавилась еще одна, пусть и не такая большая, но все же высота. Сергей Козюра, Нерингри. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.